Здравствуйте, меня зовут Ирина Бугаева, я продюсер и режиссер и экоэнтузиаст по жизни. Началось все, когда я была ребенком, потому что все время как-то об этом задумалась, не знаю, откуда это взялось, честно говоря. Вот. А потом в Москве я стала чуть больше об этом узнавать и до конца стала Zero Waster'ом именно в Якутске, да, в 2017 году. Я всегда интересовалась экологией, там в интернете читала, смотрела разные на YouTube каналы с этим связано. Так вот, мало-помалу я дошла до такого понятия, как ноль отходов, вот, и стала читать про это чуть больше. Мне очень понравилась идея, люди, которые с этим сопряжены, и таким образом я и стала тоже сподвижником данного движения. Все началось довольно-таки банально. Я начала ходить со своим пакетом в магазины, потому что подумала, зачем брать с собой полиэтиленовые пакеты постоянно в магазине, даже если они бесплатные, если можно все сложить с собой. У меня всегда был с собой рюкзак или какая-то большая сумка. Я не ношу с собой типа маленькие дамские сумочки. Вот. И вот с этого, можно сказать, началось. Потом уже начала с собой носить воду в бутылке постоянно. Потом уже дошло дело до кофе и свой стакан с кофе. И так дальше все глубже изучая, я поняла, что можно же вообще супер круто минимизировать все. Не покупать лишнюю одежду. Всегда перед тем что-то купить даже из еды нужно подумать, рассчитать, насколько нужно ли тебе это сейчас или нет, потому что очень часто же много готовят, особенно я заметила в Якутске там такие большие порции, а потом очень много выбрасывается. Это тоже не очень хорошо на самом деле. Вот Zero Waste — это вообще о том, что нужно каждый шаг продумать, осознать и сделать. Продумывать и рассчитывать каждый шаг на самом деле вообще не сложно. Это когда только начинаешь, естественно, да, ты вначале не задумываешься, делаешь как обычно, но потом, если ты вот реально как-то этим озабочен, озадачен, то это естественно происходит. То есть у меня нет такого, что там я хожу по магазину и долго выбираю, думаю, боже, что же мне купить, там, чтобы не намусорить. Я как бы без фанатизма к этому отношусь. У меня просто на автомате это выходит. Например, раньше мне очень хотелось покупать себе постоянно красивые вещи, новое что-то. Сейчас у меня вообще этого желания реально нет. То есть если бы у нас здесь был секонд хороший, то я бы одевалась, наверное, только в нем. Я вот, например, сейчас одета максимально по Zero Waste. У меня штаны из секонда, рубашка мужа. Вот, и мне комфортно. Вот, например, апологет движения «Ноль отходов» Биа Джонсон, она вывела такой девиз неофициальный этого движения «Simplify your life», то есть упрости свою жизнь. Когда ты начинаешь избавляться от мусора вокруг себя, то ты в какой-то мере избавляешься от мусора в своей голове и упрощаешь свою жизнь. На самом деле меньше мусора, все проще, все легче. Поэтому не надо бояться, что это сложно и так далее. На самом деле это довольно-таки просто. Честно сказать, конечно же, я не полностью, соответствую, я не эталон этого движения, совершенно нет, потому что я в начале своего пути, и вообще вот это движение, оно не о том, что вот все, у тебя не должно быть мусора вокруг тебя, вообще ноль, невозможно прийти к абсолютному нулю, так или иначе. Бывает такое, когда я рассказываю об этом, люди начинают говорить о дауншифтинге в плане того, что она же там, у нее по-любому есть телефон, у нее там есть iPad, которого у меня, кстати, нет, у нее там компьютер, она же все это заряжает, это же разрушает тоже слой. Я хочу сказать, что я же не говорю о полном дауншифте, что я должна собрать всю свою семью и пойти в лес, и там вообще не пользоваться никакими ресурсами человечества. Это вообще не об этом. Это о том, что просто нужно стараться каждый день, каждый прожитый час минимизировать углеродный след, так называемый, от себя. Почему я себя причисляю к этому? Потому что я осознанно... Главное это то, что ты стремишься, что ты пытаешься минимизировать каждый день, каждое свое движение продумывая, ты пытаешься уменьшить это все.
мусора вокруг себя, ненужного потребления. И если ты этому придерживаешься, то ты уже можешь себя отнести к этим людям, которые в этом движении. Например, сейчас у меня маленький ребенок, я честно признаюсь, мы пользуемся многоразовым подгузником, но иногда как бы, лень там постирать его и так далее. Все равно одноразовыми подгузниками тоже пользуемся. Но есть, например, экоразлагаемые, да. То есть я просто все время стараюсь найти выход, как лучше для природы сделать, но чтобы и мой комфорт какой-то внутренний не разрушался, и чтобы не происходил дисбаланс с окружающим миром у меня. Я стала проще относиться ко многим вещам, перестала быть жертвой, так сказать, масс-маркета. То есть вот, когда приходишь в Москве в какой-нибудь торговый центр, и там вот куча этих магазинов с классными вывесками, с красивой одеждой, и ты такой, блин, я это хочу, это хочу, это хочу. Мне кажется, вот сейчас, если я приеду в Москву, то у меня не будет такого желания, потому что у меня первый будет стоп, что это одноразовая вещь, там она сделана из плохих материалов и так далее. И, например, лучше я схожу в секонд и найду какую-нибудь клевую вещь, она, во-первых, будет такая более особенная и такая же классная, просто ее нужно найти. Голова вот чистится от каких-то лишних мыслей, то есть, так я уже говорила когда-то, что немножко по дзену начинаешь жить, вот, что, например, те же монахи, они же в таком полном аскетизме. Я не стремлюсь к полному аскетизму, но, вот пытаюсь быть попроще в каких-то вещах, в отношениях с людьми, и реально от этого становится легче. Свою дочь и следующих детей, да, конечно, я буду воспитывать полностью, чтобы они задумывались об экологии, потому что их-то это еще сильнее коснется, чем нас, и их детей. Естественно, я хочу, чтобы мои дети об этом задумывались, чтобы они понимали, что каждый их шаг как-то влияет глобально на все это. И, я думаю, я не буду это сильно как-то навязывать, она будет просто расти в этой среде, и мне кажется, у нее самой это как-то будет формироваться, то есть это не будет такого, что так не делать, просто она будет жить, и для нее это будет естественно, я на это надеюсь. Мне Zero Waste не дает там какой-то что полноценность или еще чего-то. Это то, кем я должна была стать, что ли, то есть то, чего это естественно как-то произошло. Там я не стала ощущать, что вот теперь моя миссия донести до всех это. Я буду это стараться делать, хочу начать, например, в Инстаграме больше об этом писать, чтобы люди чаще задумывались о каких-то вещах, потому что это все-таки важно. Легче же не засорять нашу планету, чем найти в космосе планету для жизни новую. Хотя это тоже классно. Нельзя сказать, что это дало мне какую-то там высшую силу. Это просто естественно для меня. И это то, как я хочу жить, к чему я хочу стремиться. Все, что меня окружает, все, что я делаю сейчас, да, абсолютно делает меня счастливой. И есть к чему стремиться, нет предела счастью, поэтому еще я в самом начале своего пути.